Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые подписчики и другие гости моего канала. Я, как обещал, продолжаю свою рубрику по книге. Я уже хочу назвать ее великого историка Гекумба, по национальности Абхаза, и его книги Нахи. Опять начну я, про генеухи. Что означает слово генеухи? Из других источников, конечно, не с этой книги. Возчики. Говорят, переводят это слово как возчик. Как известно, означает возниц, возчиков. Но дословно, если перевести это слово на нахский язык, получается дальнебойщики, люди, которые возят далеко. Что далеко? Спрашивается, что же эти гении, эхи, тут охи написано, я стал гении, эхи, возили кукурузу, пшеницу или другие товары. Но их возили и другие мореплаватели тех времен. Но опять-таки что-то не сходится. Многие историки пишут, что они пиратствовали и были очень жестокими, грабили всех подряд, увозили людей в рабство, продавали их. Все может быть. Попозже многие из них, может, и стали пиратами. Но само слово «жестокий» заставляет задуматься, почему же жестокие, а не такие, как все пираты, как все делали, грабили и тому подобное. По-моему, они все-таки долбили этих пиратов и не давали им грабить обычных мореплавателей, мирных судопроизводителей, там, рыболовов и так далее и тому подобное. Поэтому эти же пираты их и нарекли словом «жестокие». А изучая историю гениохи, вы можете в Википедии, в Ютубе набрать, и вы увидите разную информацию про этих людей. Они, над вопросом, что они возили, приходишь к выводу, эти гениохи загружали свои корабли, большие, несколько кораблей, скажем, 2-5 тысяч человек со своими детьми и так далее, всех желающих. И, например, скажем, увези их в Боливию, или в Южную Африку, или в Малайзию. И эти люди для местных туземцев становились богами, учителями, у которых они принимали опыт, как железо плавить и так далее, как фарфор делать, как обрабатывать землю, несли высокую культуру. И на это есть артефакты. Например, Колумба. Индейцы встретили как белых богов. Они думали, что они опять появились, вернулись со своей миссией. Но Колумб и его последователи, мы знаем, что сделали, как они их уничтожили. Наивные индейцы как-то обманулись. Мы знаем, как, допустим, колумбийцы меняли обыкновенные стекляшки на золото у аборигенов. Допустим, зеркало, кусочек зеркала дадут, и те, не зная, что это такое, давали им взамен свои золотые ожерелья, медальоны и так далее. А в Индии, в Китае до сих пор встречаются люди, абсолютно не похожие на местных туземцев по антропологии, генеалогии. Похоже на родное. Не только похоже, а даже говорят на старом чеченском языке. Об этом была статья Диконова. Это
в журнале «Знание и сила» еще в 1983 или 1985 году, точно не помню, запамятовал, о генетическом сходстве нахского языка на день у индейцев и так далее. Мы сегодня еще не совсем изучили данных пласт. Он есть в архивах, но он тщательно от нас скрывается. Якобы некоторые великие люди говорили, что если нахи узнают свою историю, что они возгордятся, но нет. Наши предки знали, и мы сегодня знаем, кто были нахи, кто были наши предки и кем являемся мы сегодня. И ничуть не возгордились. Хотя сторонники Иблиса на время побеждали всегда. Это да, это было. Но Всевышний поучал их избранностью, чему свидетельство последний кавказский халифат, я имею в виду, который явно выразился в 1782 году, объединившись вокруг чеченцев, корские народы Кавказа дали мощный отпор тому союзу империи Англии, России, Порта и ассирийцев, скажем, Иран и так далее. Все те государства, которые были под папством, под Папой Римским, особенно буквально Пий VI заслав Петра I в 1724 году, началась экспансия Кавказа, и первое поражение было взятие Эребуна. Но Наполеон напал на папу и убил его, а папство под своей хитростью выслали его в Россию, в Сибирь, чтобы воевал там. Но пока Наполеон опомнился, что с ним сделали, он уже проиграл. Ну ладно, это уже другая тема, абсолютно другая тема, которую мы в следующих роликах чуть-чуть раскроем. Кавказскую войну, что там происходило, как там все было. Выскажем свое мнение. А пока вернемся к нашим геноухцам. Дело в том, что Гумба в своем произведении «Нахи» очень хорошо отметил, что они были похожи на урартийцев, и что абхазы тут ни при чем, ибо их считают древними предками абхазов. И вот еще один момент. Между тем, весь имеющий материал свидетельств о том, что исконно кавказские народы являлись довольно значимым субъектом истории древнего мира. Те или иные периоды они выступали зачинателями и главной движущей силой происходившего на Кавказе и за его пределами великих событий, оказавших в той или иной степени решающим влияние на ход исторического развития. А вот этот момент мне нравится очень, понимаете? Кто были нахи, кем они были и вообще как они оценивались в мировой истории. Экономическая мощь древних войнахов, вот видите, вот это противное слово войнахов, во многом была обусловлена высоким уровнем металлургии. Вот этот момент мне не нравится, что он применяет слово войнахи. Вот общее слово нохчи, вот всячески вот эти авторы пытаются, ну, конечно, они не понимают, что они делают, когда они ставят слово войнахи. Я вам расскажу тут один момент, когда, значит, было такое время, где я, значит, как молодой пацан, 22 года,
оказался слушателем очень такого спора, дискуссии наших ученых, этнографов, историков, я имею в виду ингушских, чеченских, где шел спор, когда появилось слово «война». Это значит, было время, когда ансамблю в войнах давали имя, понимаете? Мои, я бы сказал бы, ученых, которые я уже говорили, что этот ансамбль должен называться Нохчо, что Нохчо – это общее название и более древнее название, пусть даже будет двух народов, которые сегодня выставляют ингуши себя как народ. Общее наше название Нохчо, мы являемся потомками Ноя, но основная группа, значит, вынесла и появилось имя ансамблю «Войнах». Они что говорили, эти ученые? Они говорили, что потомки наши, дети, внуки проклянут нас за это разделение одного народа, что сегодня и произошло. Та молодежь, которая, значит, я бы сказал бы, военная и послевоенная, которым от 20 и до 30 лет не понимают нас, о чем мы спорим, и осуждают нас. Понимаете, осуждают. Буквально это все видно в комментариях там и в других, когда они звонят, особенно Асламбек там на ингушскую тему много говорит лишнего, я бы сказал бы. Не надо обращать внимание на тех горе-ученых, которые, значит, несут смуту, требедень, добавляя, как бы сказать, еще ожесточая эту тему. Просто нельзя, не надо на них обращать внимание, надо говорить о тех великих ученых-ингушах и о тех наших братьях, которые всегда говорили, что мы один народ. Что мы один народ, что мы братья. Кто старше, кто младше, это уже другой вопрос. Разделяй и властвуй. Мы должны знать, чей это девиз. Разделяй и властвуй. И вот этому автору это не так уж, по-моему, было понятно. Вот, допустим, вот этот момент. Как отмечает Плиния, имя скифов повсюду переходят имена сарматов. Вот видите момент, да? Вот. Однако основной удар сарматских войск пришелся в этих местах на укрепление городища и поселения, составляющие единую оборонительную систему Нахского государственного объединения. То есть нахские племена, которые называли себе Нохчи, это то, что сегодня сохранилось, допустим, Нахчеван. Это Нахчеванский район сегодня существующего города Ростова-на-Дону. Это Грушевское городище, Татарское городище, Ханкальское городище. Я бы добавил Сержин-Юрское городище, то есть те места, где были сделаны раскопки. И наши археологи в этом отношении, значит, сделали свои выводы. Вот. Свое повествование Леонтий Мравелий начинает с перечня народу, происходящего от одного предка Таргомаса. Дальше он приводит цитат. Прежде всего упоминаем, что у армян и картлицев, иранов, и маваканов, и эров, и леков, и мигрелов, и кассионов, у всех этих народов был единый отец. Вот о чем мы говорим. По имени Таргамос. Сей Таргамос был сыном Таршиса, внуком Иофета, сына Ноева. Посмотрите, Ной, его сын Иофет, значит, еще был один, и еще кто-то является внуком. Был тот Таргамос героем по разделению языков, когда воздвигали башню Вавилонову, различились и рассеялись оттуда между двумя недоступными человеком горами Арарат и Масисом.